Өзімді төрөгөн апам, бир туугандарым, эй бала, мына казинону колдоо дегенде карабай, мен мамлекеттин экономикасы, президенттин саясаты, мамлекеттин өнүсү деп колдодум эле. Ошол казинону колдогонун кечирип койгула, урматтуу кыргыз эл. Мен туура эмес кылып койгон экенмин. Эмнеге Акылбек Жапаров келип айтты? Колдогула, 2 миллиард жылына түшүрөбүз деп. Кече карасам 100 миллион түшпөптүр. Акылбек Жапаров 2 миллиардты баарыбызды алдаган үчүн колдоп койду. Мен өкүнүп атам. Казинону колдогон үчүн мен аркага тартам. Кечирим сурайм орозодо. Ушул нерседе ушул жерде кылдым, ушул күнөөнү ушул жерден кайра тууга келтирип кечирим сурап атам. Июня 1991 года Совет министров РСФСР распорядился лицензировать казино и игровые автоматы. И, кстати, в декабре того же года при мэрии Санкт-Петербурга появился и постоянный наблюдательный совет по казино и игорному бизнесу. А знаете, кто возглавил его? Попробуйте угадать. Да, он самый тогдашний заммэра этого города Владимир Путин. Учрежденное мэрией Петербурга муниципальное предприятие «Невашанс» контролировало 51% акций всех игорных заведений Петербурга. С 92 по 96 годы контора только официально запустила 26 игорных проектов типа казино и лотерей. Путин позже говорил, что владельцы казино показывали только убытки, и городу с этого ничего не перепало. То есть наблюдательные советы ФСБ 4 года смотрели сквозь лапки на этот ящик Пандоры и ничего не могли с происходящим безобразием поделать. И 1 июля 2009 года маятник качнулся в обратную сторону. В этот день вступает в силу закон номер 244, запрещающий любую игорную деятельность в Российской Федерации, включая онлайн-казино. Исключением стали удаленные от крупных городов игорные зоны. Их создали специально, чтобы плод азартных игр не становился совсем уж запретным. С первого взгляда может показаться, что, создав игорные зоны, Путин вот так вот деликатно и благородно додушил-таки казино. Ведь он грозился сделать это еще в свой первый президентский срок. Но на деле 244-й закон не уничтожил игорный бизнес, а загнал его в своего рода резервации, где Кремль теперь его и полностью контролирует. Лудомания или игровая зависимость – это на самом деле признанное психическое расстройство, а вовсе не слабость характера, как думают многие. В международной классификации болезней лудомания имеет код F63.0 и определяется как патологический гэмблинг или неконтролируемое влечение к азартным играм, которое приводит к пагубным последствиям. Механизм зависимости очень прост. Во время игры у человека вырабатывается дофамин, и человек чувствует себя счастливым и довольным. Человека тянет играть снова и снова, и это превращается в замкнутый круг. Без игры он чувствует себя неудовлетворенным, начинает тревожиться, а играя забывает обо всем, тратит все, что за душой, и теряет контроль над собой. И вот со временем мозг привыкает к дофамину, и чтобы испытать новый прилив этого счастья, нужно увеличивать дозу, то есть играть все больше и повышать ставки. Распознать расстройство можно по ключевым признакам. Ну, вот, например, человек потерял счет времени и деньгам, ссорится с родными и не общается с друзьями, отрицает проблему, врет, изворачивается и думает только об игре. Некоторые, например, подумают, ну хихихаха, какая лайтовая там получается болезнь. У человека дофаминовая, видите ли, зависимость. Да нет, друзья. Хоть игра обычно и ассоциируется у нас с развлечением и досугом, последствия лудомании для человека и его окружения могут быть катастрофическими и в буквальном смысле смертельными. Долги, порой доводящие до банкротства, растоптанная репутация, сломанная карьера. Естественно, очень часто это разрушение семьи и потерянные дружеские связи. Зависимость толкает и на преступления. Чтобы найти деньги для игры, люди часто крадут и мошенничают. Ну и наверняка вам попадались такие новости в ленте. Тут офис-менеджер из Норильска проиграла в онлайн-казино 300 тысяч рублей из рабочей кассы. Ну или там хабаровчанин украл часы стоимостью 6,5 миллионов, чтобы было на что сыграть. Ну а в Москве школьник украл у родителей 2 миллиона рублей. На его деньги в онлайн-казино по итогу сыграли его же друзья, которые потом заявили, что он им должен еще 1 миллион. Ну и под конец совсем печальное. 13% лудоманов совершают попытку самоубийства, а суицидальные мысли есть у 48%, то есть у каждого второго игрока. Вот в Англии недавно подсчитали ущерб от лудомании для экономики, и он составил около 1,5 миллиарда фунтов стерлингов в год. Не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть
введенный в состав уже новой России, как колонии. А суверенитет в современном смысле, ну и вообще, в принципе, это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Ну, это военно-политический суверенитет. И здесь, безусловно, важно быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет. Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого. В критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современном мире чрезвычайно важен технологический суверенитет. Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории. Вот эта консолидация общества является одним из ключевых, базовых условий развития. Нет этой консолидации, и все будет рассыпаться. Причем, вот, когда я назвал вот эти составляющие суверенитета, их можно, конечно, и увеличить, это число, но это какие-то основные вещи. Совершенно очевидно, что это все взаимосвязано. Я вот перечислял первое, второе, третье, там, четвертое, но на самом деле можно поменять порядок и начать с последнего и потом с любой точки. Почему? Потому что одно не существует без другого. Ну как добиться безопасности, внешней безопасности, скажем, не имея технологических возможностей, технологического суверенитета? Ну невозможно. У нас бы никогда не появилось гиперзвукового оружия, если бы не возможности нашей науки и промышленности. Ну никогда. За время путинского президентства ФСБ стало суперведомством, которое контролирует внутреннюю и внешнюю политику, крупный бизнес, суды и силовой блок. Можно сказать, что ФСБ управляет Путин. Именно он принимает ключевые решения и задает направление для работы. При этом служба поделена между кланами, которые распределяют ресурсы и продвигают своих людей. Чтобы понять, как они устроены, мало смотреть на официальные должности и звания. Нужно подсвечивать личные связи, знать, кто с кем служил, кто чей крестник или земляк. Внутри службы полно людей, которые работают не на государство, а на тех, кто их туда поставил. ФСБ контролирует ближайший путинский круг. Его старый товарищ по Ленинградскому управлению КГБ Николай Патрушев, другой сослуживец и друг Александр Бортников, приятель по питерской мэрии Игорь Сечин, сосед эпохи ГДР Сергей Чемизов, а в прошлом влиятельными были его коллега по Ленинградскому КГБ Виктор Иванов и еще один друг по питерской мэрии Виктор Зубков. Сегодня вы хорошо узнаете их ставленников в ФСБ. Впрочем, многие из них за годы в службе набрали собственный аппаратный вес, обросли личными связями и собрали команды, которые и могут побороться за власть в ФСБ в будущем. Но обо всем по порядку. Конкурирующие группы ведут друг с другом аппаратную борьбу, продвигают своих протеже на высокие должности, а еще подставляют конкурентов, собирают досье, тормозят дела, вмешиваются в коммерческие споры, передел активов и политические чистки. Кстати, серьезное понижение в должности не всегда приводит к потере власти. Кто-то, как Николай Патрушев, который уже давно лишился поста директора ФСБ и не так давно секретаря Совбеза, все еще продолжает влиять на принятие решений в спецслужбе. В этом ему помогает разветвленная сеть соратников, которые занимают руководящие посты внутри ключевых центральных управлений ФСБ. В основном это так называемые ленинградские кадры, офицеры, которые лояльны ему еще со времен службы в Ленинградском КГБ, плюс коллеги с периода службы в Карелии. В числе питерских и нынешний директор службы Александр Бортников, который занимает свой пост уже 17 лет. Слухи о его отставке ходят давно, но каждый раз Бортникову неизменно продлевают контракт. В 2021 году, чтобы он смог остаться директором ФСБ, Госдума по инициативе Путина приняла закон, который позволяет продлять срок службы высших офицеров после 70 лет предельного возраста. Здесь нужно сделать оговорку. Далеко не все сотрудники ФСБ – часть влиятельных кланов. Кто-то, как спецназ
спецназовцы, просто делает свою работу. 15 лет назад «Новая газета» предложила классификацию, которая до сих пор многое объясняет. Журналист Сергей Канев поделил всех ФСБшников на несколько категорий, уже знакомые вам питерские, в том числе приближенные Николая Патрушева из числа его бывших коллег по Ленинградскому КГБ, генералы-везунчики, блатные, крышеватели, вымогатели, разводилы и работяги. Генералы-везунчики – это региональные начальники без питерского блата. Некоторые из них оседают в глубинке, другие через борьбу и связи попадают в центр. Блатные – это дети и родственники генералов, чиновников и бизнесменов. Их карьера начинается в Академии ФСБ, а заканчивается в госкорпорациях, банках и правительстве. Сыновья Патрушева, Дмитрий и Андрей – яркий тому пример. Посмотрите видео Центра Досье о его наследниках по ссылке в описании. Вымогатели и разводилы зарабатывают на страхе, запугивают, намекают на проверки, а потом предлагают решить вопрос бизнесу, бандитам, ментам и чиновникам. Бывает, клиенты платят своей крышей из ФСБ заранее, на случай, если пригодится. Правда, это не значит, что ФСБ действительно поможет. Канев рассказывает историю одного известного московского бизнесмена, у которого бандиты требовали огромный выкуп за похищенного сына. Предприниматель в полицию не пошел, обратился к своему человеку из ФСБ, которому каждый месяц платил $30 тысяч. Тот пообещал помочь, но попросил сверху сначала 100, а потом еще 25 тысяч. Сына в итоге не вернул, впрочем, деньги тоже. Последняя категория, имеющая наименьшее отношение к кланам – работяги. Это бойцы спецназа и оперативники. Это они участвуют в реальных операциях и рискуют жизнями, но после службы их ждет максимум ЧОП или охрана у бизнесмена. И тогда, 15 лет назад, и сейчас, самым устойчивым кланом в ФСБ остается группа Патрушева. Несмотря на теракты, другие провалы, связи с криминалом и грубое нарушение правил безопасности. Давайте узнаем ее получше. Знакомьтесь, генерал Сергей Беседа. Его имя вряд ли вам знакомо, хотя именно он в этом году был одним из 2 глав российской делегации в мирных переговорах по Украине. А еще именно Беседа мог убедить Путина в том, что украинцы встретят российские танки чуть ли не с цветами. Беседа возглавлял 5-ю службу ФСБ. Она проводит операции за рубежом, особенно в странах бывшего Советского Союза, собирает разведданные, предоставляет президенту оперативную аналитику и отвечает за контакты с иностранными службами. Так и перед войной в Украине Путину, вероятно, положили на стол папочку «Аналитический отчет авторства «Пятерки». Мы не можем знать точно, что было в папке, но ясно одно – ее содержание не просто не остановило Путина от начала полномасштабного вторжения, а лишь подтолкнуло к нему. В итоге спящие агенты не проснулись, украинская армия дала отпор, а война продолжается до сих пор. В СМИ появлялась информация о домашнем аресте Беседы и его зама, но она не получила подтверждения. В июне 2024 года его все-таки сняли с поста. По данным телеграм-канала ВЧК ОГПУ, причиной стал как раз провал на украинском направлении. Правда, Беседа остался в ФСБ, получил должность советника, более номинальную, но все же близкую к центру принятия решений. Как объясняет Сергей Канев, по факту у генерала счастливый золотой билет, который делает его недосягаемым и неприкасаемым. Он крайне близок к Патрушеву. С ним, а заодно с Бортниковым и Путиным, он познакомился еще в питерскую эпоху, в уже упомянутом нами управлении КГБ по Ленинградской области. Это те самые крепкие личные связи, на основе которых строятся кланы. Другой патрушевский ставленник – глава 2-й службы или службы по защите конституционного строя генерал Алексей Седов, который занимает свой пост почти 20 лет и остается в фаворе у Путина. «Двойка» – это одно из главных подразделений в ФСБ. На бумаге оно защищает конституционный строй и борется с терроризмом, но по факту занимается внутренним политическим контролем, надзирает за оппозицией, протестами, НКО и нежелательными организациями. Подчиненные Седова курировали дела украинского режиссера Олега Сенцова, дело сети, артподготовки, нового величия и другие политические процессы. Подопечные причастны и к отравлению Алексея Навального и других оппозиционеров. Несмотря на провалы в операциях с отравлениями, где всплывали исполнители, Путин продолжает награждать Седова орденами. Для президента он чекист, который выполняет самую грязную, но самую политически важную работу. Ну, это кто эти люди? И какую грязную работу? Я не занимаюсь никакой грязной работой. Седов, не поверите, тоже начал карьеру в Ленинградском КГБ, где и познакомился с Патрушевым. Телеграм-канал ВЧК УГПУ и журналисты важных историй в прошлом году писали о его возможной отставке. Седову должно было исполниться 70 лет, предельный возраст, как мы уже сказали, и это мог бы быть формальный повод для увольнения. За его кресло сразу началась аппаратная грызня. Среди претендентов на его место называли генерала Ивана Ткачева, человека, близкого
Игорю Сечину. Запомните его, он еще много раз появится в этом выпуске. Ткачев – сильный аппаратный игрок, он руководил управлением К, он же курировал аресты и посадки Дениса Сугробова, Алексея Улюкаева, Никиты Белых и Вячеслава Гайзера, а до этого управлял 6-й службой ОСБ. Кстати, в группе Сечина, кроме Ткачева, еще и генпрокурор Игорь Краснов. Впрочем, Седов все еще держится на посту, а влияние патрушевской группы остается сильным. Ткачева же отправили курировать военную контрразведку. Как рассказывал Центр досье в докладе о ГРУ, сейчас обязанности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ временно исполняет вице-адмирал Павел Бойко, но Ткачеву позволяют влиять на важные решения в управлении. Другой патрушевский протеже – Михаил Шекин. Он руководит службой обеспечения деятельности ФСБ и напрямую отвечает за закупки ведомства, своего рода завхоз от мира ФСБ. Как именно познакомились Шекин и Патрушев, неизвестно. Зато мы точно знаем, что Шекин – типичный чекист-миллиардер. У него находили имущество больше, чем на 2 миллиарда рублей, лакшери-недвижимость, дорогие авто и даже особняк неподалеку от Лубянки, чтобы было удобно ходить на работу. А еще семья Шекина была близка с олигархами с криминальным прошлым. Его связывали с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым. Интересы Патрушева представляет и глава ОФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев. Он тоже бывший служащий Ленинградского УКГБ. О Дорофееве впервые широко стало известно в 2006 году, когда он возглавлял региональное управление ФСБ по республике Карелия. После беспорядков в Кондопоге его отправили в отставку. Тогда в карельском городе произошла драка с участием выходцев с Кавказа и местных жителей, что привело к массовым волнениям. Патрушев помог, пристроил Дорофеева в свой секретариат, где тот работал до 2010 года. Затем, при поддержке того же Патрушева, Дорофеев возглавил влиятельное управление МФСБ, которое надзирает за всеми остальными силовиками. А в 2012 году Дорофеев стал руководителем Московского управления спецслужбы. Может, вы помните его фамилию из дела журналиста Ивана Голунова. До задержания Голунов готовил материал о московской похоронной мафии, которую и прикрывал со стороны УФСБ сам Дорофеев. Его окружение, включая помощника Марата Медоева, фактически поделило контроль над столичным ритуальным рынком. У Медоева, по данным СМИ, была поддержка со стороны отца, подполковника ФСБ Игоря Медоева, лучший друг которого первый замглавы ФСБ Сергей Королев. Королев для Марата Медоева крестный отец. Именно Королева, кстати, прочат директоры спецслужбы после ухода Бортникова. Что на самом деле могло значить дело Голунова, разберемся в конце выпуска. А пока подробнее остановимся на теме преемника. Разговоры о преемнике Бортникова ведутся давно. Против Патрушева и стареющих генералов работает время, и все чаще звучит имя первого замначальника ФСБ Сергея Королева. Что любопытно, он частично повторяет карьерный маршрут самих Патрушева и Бортникова, которые в свое время возглавляли службу экономической безопасности ФСБ. Королев получил свой нынешний пост как раз после СЭП. Высокопоставленный чекист связан сразу с несколькими центрами силы. И с Патрушевым, и, правда, в прошлом с путинским соратником по питерской мэрии и бывшим премьер-министром Виктором Зубковым. Зубков близко дружил с отцом Королева. Известно, что они вместе охотились. Королев также был близок к бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову, с которым он познакомился в 90-х на работе. Королев на тот момент был занят в частной охранной фирме, обслуживавшей магазин «Мебель-маркет», где Сердюков занимал руководящие позиции. Как рассказал источник The Insider в торгово-промышленной палате Петербурга, магазин достался Сердюкову после того, как его силой забрали у прежних владельцев, а сам Сердюков в те годы был связан с питерской организованной преступной группировкой Малышевских, и даже спортом занимался он в Малышевском зале. Затем Сердюков пришел на работу в налоговую инспекцию и вскоре стал заместителем Зубкова в Петербургском управлении Министерства по налогам и сборам. А в 2002-м породнился с ним, женился на его дочери Юлии. Карьерный рост не заставил себя ждать. В 2004-м Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу, а в 2007-м стал министром обороны. По словам Путина, как человек с опытом в экономике и финансах. В начале десятых у Сердюкова получилось поставить Королева на высокий пост главы УСБ. Но реальность такова, что любая свободная должность и каждое новое назначение в ФСБ оживляют закулисную борьбу. Неудивительно, что внутри службы продвижение Королева вызвало раздражение. К тому же прошлый министр обороны Сергей Иванов был против Сердюкова, который увольнял его людей и продвигал идею военной полиции. По факту новую спецслужбу с правом проводить расследования и вести оперативную работу. Департамент военной контрразведки по указанию Иванова начал собирать компромат на министра. Ситуацию усугубил развод Сердюкова с дочерью Зубкова из-за
романа с Евгенией Васильевой, чиновницей Минобороны и членом Совета директоров оборонсервиса. Сердюков ушел в отставку, но серьезных последствий избежал. В 2014 году дело о халатности закрыли по амнистии. Позже он продолжил карьеру в Ростехе Сергея Чемезова, став индустриальным директором авиационного кластера и членом ряда советов директоров. Васильева же отделалась мягким приговором. Для нас важно то, что Королев – пример того, как можно из протеже влиятельных людей вырасти в отдельную значимую фигуру. Сердюкова и Зубкова уже давно никто не вспоминает, а вот Королев – реальный претендент на кресло главы ФСБ. За годы службы у него появились свои люди, которых он наверняка продвинет за собой, если или когда будет назначен директором ФСБ. Вот что рассказывал нам источник, хорошо знакомый с сетью его подопечных. У Королева есть своя команда. Это Алпатов, Алексей Комков, возглавлял управление собственной безопасности ФСБ в 2016 году после Королева, и Алексей Вертяшкин, возглавлял управление М в 2018 году после Алпатова, затем в 2019 году стал главой УСБ ФСБ после Комкова. Для Бортникова в качестве преемника оптимальны как раз Королев или Алпатов, иначе могут власть захватить люди Сечина, Ткачев и Феоктистов. О генерале Сергее Алпатове, главе службы экономической безопасности ФСБ, известно немного. Он родился в Москве в 1959 году, и почти полвека о нем не было слышно. В источниках он появился уже как высокопоставленный сотрудник ОСБ. Он был главой либо второй, либо третьей службы внутри ОСБ. Когда точно это было, неизвестно. Но по нашим данным, еще во время службы в ОСБ Алпатов вступил в закулисный конфликт с сеченским Иваном Ткачевым. Еще помните такого? Алпатов стал генералом не позднее 2015 года и возглавил управление М. На этом посту он курировал громкие дела против полковника Захарченко с миллиардами в квартире и против генералов СК, получавших взятки от вора в законе Шакро Молодого. Другие люди Королева, Алексей Комков и Алексей Вертяшкин, крайне непубличны. Комков сейчас возглавляет 5-ю службу. Еще помните патрушевского генерала Беседу и его папочки с радужными прогнозами по Украине? Именно Комков занял его место. Комков был героем наших расследований. Он лоббировал интересы производителя беспилотников КБ «Русь», финансируемого Ростехом. В Руси работает жена его бывшего тестя, отставного генерала ФСБ Игоря Верстакова. Несмотря на то, что 5-я служба отвечает за зарубежные операции и связи с иностранными спецслужбами, это не стало препятствием для зятя Комкова Арсения Ольховского, у которого есть стартап в Эстонии. На запрос досье о его отношении к этому бизнесу Комков ответил крайне резко. До прихода в 5-ю службу Комков был главой УСБ, а когда его перевели, на его должность метил Олег Феоктистов из конкурирующего клана. Правда, в итоге он проиграл. Весной 19-го, после ареста полковников из управления К, Черкалина, Фролова и Васильева по делу о хищении, Комков получил очередное повышение, перешел в службу военной контрразведки, став заместителем руководителя этого подразделения спецслужбы. Оттуда он и пришел на нынешнее место. Наш источник предполагал, что именно Ткачев мог организовать расчистку управления К, которое он позже и возглавил. В 10-х группа Королева в ФСБ конкурировала с группой Игоря Сечина, уже знакомыми вам Ткачевым и Феоктистовым. Они были включены в аппаратные интриги и перетягивали на себя громкие дела. Причем не всегда целью было устранить конкурента внутри ФСБ. Иногда мишенью становились фигуры из других ведомств. А это еще опаснее. Ведь если ФСБ утратит статус суперведомства, то под удар могут попасть все участники этих игр без исключения. Так, самая громкая силовая разборка 10-х – дело рук группы Сеченских. Мы про атаку на антикоррупционное управление МВД под руководством генерала-лейтенанта Дениса Сугробова, которого обвинили в создании преступного сообщества. Была версия, что тогдашний президент Дмитрий Медведев захотел получить свой силовой ресурс, поэтому и инициировал создание ГУЭБа, ведомства Сугробова. Но вот незадача. Интересы новой структуры быстро пересеклись с интересами Игоря Сечина. Ему не нравились амбиции молодого Сугробова, главного борца с коррупцией в своем ведомстве, а также расширение полномочий ГУЭБа. Его сотрудники стали заходить на зону влияния ФСБ, начали вести экономические дела, которые раньше контролировала ФСБ. Схемы с обналичиванием, хищение на стройках, поставках медоборудования и так далее. Почти все с участием высокопоставленных сотрудников ФСБ, которые были выгодоприобретателями, а иногда и организаторами таких схем. В письме из СИЗО Сугробов писал, что с самого начала его работы у него не сложились отношения с Феоктистовым, который тогда был первым замначальника ОСБ и пытался продвинуть на место Сугробова своего человека. В результате Сугробов получил 12 лет колонии, а его заместитель Борис Колесников выпал с балкона Следственного комитета. Так ФСБ зачистила опасную для себя
инфраструктуру вместе с накопленным ею компроматом. Карманный силовик Сечина Олег Феоктистов сыграл ключевую роль также в делах сахалинского губернатора Хорошавина и главы республики Коми Вячеслава Гайзера, которые спорили со структурами Роснефти. Но последним рубежом в карьере Феоктистова в службе стало громкое дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева. Тот попытался помешать тому, чтобы Роснефти передали Башнефть. Феоктистов вышел за рамки дозволенного даже по меркам силовиков. Он организовал провокацию взятки против члена правительства и привлек к операции сеченский спецназ, чем сильно разозлил Путина и в итоге был выдавлен из ФСБ. Так, влияние сеченской группы внутри ведомства во второй половине десятых стало угасать, а Ткачев стал одним из последних рычагов влияния Сечина в спецслужбе. В 2019 году в ФСБ начался период кадровых перестановок, и Ткачев с Феоктистовым засуетились. Феоктистов рассчитывал вернуться в ФСБ. Королев уже тогда метил на пост главы службы экономической безопасности. В «Новой газете» появилась статья, которая так обставляла дело Ивана Голунова. Мол, в борьбе за возвращение былого влияния сеченские генералы могли попытаться дискредитировать Королева. Пешкой в этой многоходовке должен был стать Иван Голунов, якобы с нарколабораторией в квартире, который расследовал связи московского рынка ритуальных услуг с силовиками из руководства УФСБ по Москве и области, уже знакомым вам генералом Алексеем Дорофеевым и его помощником Маратом Медоевым. Как вы помните, Медоев – крестник Сергея Королева, их отцы – лучшие друзья. Показательное дело, по версии «Новой газеты», должно было вызвать скандал и скомпрометировать связи Королева с московским УФСБ. В рюкзаке Голунова появились в результате действий лиц, участвовавших в оперативной комбинации, но не имевших отношения к отделу. Главной целью этой игры было снятие с дистанции одного из претендентов на пост первого заместителя директора ФСБ, а средством ее достижения – манипуляция отдельными сотрудниками полиции и информационным потоком, ориентированным на президента. Однако вместе с этой целью авторы решают сразу несколько побочных задач. Бьют по УФСБ по Москве и Московской области, срывают планы московской мэрии на сентябрьские выборы и ставят под вопрос будущее министра Колокольцева. Наконец, создают условия для давления на многих журналистов, принимавших активное участие в организации акций в поддержку Голунова. Впрочем, возможно, такая версия могла быть выгодна самому Королеву. Так или иначе, он устоял, а в 2021 году получил долгожданное повышение. Но даже несмотря на аппаратные победы, вопрос о преемнике Бортникова остается открытым, ведь Королев не единственный возможный кандидат. Журналист и исследователь спецслужб Андрей Солдатов так оценивает его перспективы. Королева прочат на повышение в том числе по инерции, поскольку руководители ФСБ раньше приходили из экономического блока. Но теперь приоритеты изменились, важность контроля над олигархами прошла. Теперь ключевой вопрос – контроль над армией и военно-промышленным комплексом, диверсанты и террористы, а это тема Меньшикова. Поэтому шансы у него есть. Впрочем, поскольку решения о таких назначениях принимаются в одной голове, Путина, пытаться их предсказать – неблагодарное занятие. Меньшиков – это глава первой службы контрразведки, генерал Владислав Меньшиков. На посту он уже 10 лет. Служба занимается контрразведкой, противодействием иностранным спецслужбам, в первую очередь ЦРУ и МИ-6, а также киберугрозами через подведомственный центр информационной безопасности. Контрразведчики должны ловить шпионов, но на деле часто выполняют деликатные путинские поручения. Например, сажают иностранных журналистов, чтобы потом менять их на киллеров-неудачников из ФСБ. Так, за несколько дней до ареста корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича Меньшиков проинформировал Путина о планируемой операции, которую контролировал лично. Меньшиков, вероятно, тоже выходец из пресловутого ленинградского КГБ. С 80-х служил в органах госбезопасности. С 2003 по 2014 был гендиректором оборонного концерна «Алмаз-Антей», который выпускал зенитные ракетные комплексы. По данным «Коммерсанта», Меньшиков был в доверительных отношениях с бывшим главой администрации Кремля Сергеем Ивановым, а наши источники считают его близким главе Ростеха Сергею Чемезову. А при подготовке выпуска мы заметили, что пока Меньшиков руководил «Алмаз-Антеем», главой совета директоров концерна был никто иной, как путинский друг Виктор Иванов, который к тому времени уже успел уйти из УСБ. Связаны ли они до сих пор, неясно. В итоге из оборонки Меньшиков вернулся обратно в спецслужбы. Перед назначением на свою нынешнюю должность он работал в структуре, которая курирует сеть секретных
секретных бункеров. Но связи с оборонным сектором он, кажется, не утратил. Его бывший заместитель в концерне стал бизнес-партнером его дочери Татьяны. Семья Меньшиковых также продолжала получать доход от контрактов с оборонным концерном. Предполагаемая мать Меньшикова владела долей в компании «Новые технологии и материалы», подрядчики «Алмаз Антея», а родственница Меньшикова обслуживала командировки на предприятии. Заработанные средства генеральская семья могла вложить в элитную подмосковную недвижимость, которую журналисты оценили в 500 миллиарда рублей. Она принадлежит дочери Меньшикова. Кланы в ФСБ контролируют ключевые отрасли экономики и огромные денежные потоки. Но самое главное, что у них есть свой, силовой, практически неограниченный ресурс. От сбора компромата до прослушки, до проведения обысков без решения суда и прочее. Это позволяет ФСБшникам собирать компромат на кого угодно, от бизнесмена до министра, чтобы потом ловить, давить и зарабатывать. Таких силовых привилегий больше нет ни у кого, кроме них. А в сочетании с опытом финансовых махинаций, тесными связями с банковскими и криминальными структурами, это гарантирует чекистам серьезные преимущества в России будущего.